Саламатсыздарбы, урматтуу калайык калк, силер менен мен Тимур Махмудов. Бүгүн мөөнөтсүз митинг уланууда оондун Кыргызстандагы имараттын алдындагы митинг Элет Көйгөй коомдук бирикмеси демилгеси менен элдердин 316 адамдын жарандын кайрылуусу боюнча азыр Элет Көйгөй коомдук бирикмесинин төрайымы биз деген өкмөткө бүгүнкү митинг боюнча жазган арызыбызды ошондой эле Элет Көйгөй коомдук бирикмеси тарабынан кабыл алынган резолюция боюнча Алыкулова Марипа таныштырып өкмөт мүчөсүнө өткөрүп берет. Каттуураак эметип айтсаңыз үндүрөөк. Номери 612, мен Алыкулова Марипа Мукамбетовна, Элет Көйгөй коомдук бирикменин төрайымы болом. Мен силерге оңго бере турган уведомление боюнча окуп берсем. Номери 612, 24 август 20 жылы. Координатор ООН Кыргызской республики. Господин Озани Ожиэля. Каттуураак сүйлөсөңүз. От членов правления общественного объединения Элет Көйгөй. Алыкулова Марипы Мукамбетовны и Махмудова Темира Шабановича. Также 312 человек. Нами уведомление. Нами, гражданами Кыргызской республики, создано общественное объединение Элет Көйгөй, государственная регистрация юридического лица МЮ Кыргызской республики, Чуй-Бишкекское управление юстиции произведено 22 октября 2015 года под номером 149 735 3308 00, код ОКУПО 29 31 54 63, ИНН 02 21 02 01 51 00 42, Чуйская область, ГРЮ под номером 0029 134. В связи с эпидемией COVID-19 в Кыргызстане было объявлено чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация. Для поддержки Кыргызстана в борьбе с эпидемией, также для поддержки экономики и на развитие поступило от различных развитых стран около 600 миллионов долларов США. Однако во время эпидемии малый и средний бизнес практически остановился. Среди уязвимой части населения образовалась проблема со стороны коммерческих банков, компаний, которые средний и малый бизнес брали различные кредиты на развитие бизнеса. В целях сглаживания негативных экономических последствий распространения коронавирусной инфекции принято постановление правления Национального банка от 18.03.2020 года под номером 2020 П12/13 1БС о временных правилах регулирования деятельности финансово-кредитных организаций в связи с пандемией COVID-19, направленные на поддержку субъектов предпринимательства, населения и сохранение стабильности банковской системы страны. Данным решением Национального банка финансово-кредитным организациям, далее ФКО, запрещено начислять и взимать комиссионные и иные платежи при присмотре условий кредитных договоров, независимо от того, какие послабления были данным заемщику. Запрещено налагать на заемщиков неустойку, штраф, пени в случае, когда заемщик не мог оплатить платежи по кредиту время или оплатил только часть суммы. Несмотря на вышеуказанные постановления, не были выполнены обязательства со стороны коммерческих банков и микрокредитных компаний, либо не было указа со стороны Национального банка и правительства Кыргызской республики. Мы, правление общественного объединения Элет Көйгөй, обращались первый раз под номером 521 от 10 июня 2020 года о том, что собрать координационный совет на 16 июня 2020 года к 14 часам. Однако ответ от Совета безопасности от господина Сагымбаева о том, что не может проводить в связи с эпидемией. Чечимдерди ишке ашырылышына туруктуу негизде контроль жүргүзүлүүдө. Нами полученный ответ. Отписка. Несмотря на такие ответы, не было никаких действий со стороны госорганов на коммерческие микрокредитные компании. Со стороны коммерческих и микрокредитных компаний, как ЗАО КСБ, ЗАО Байтюшим, ЗАО Финкобанк, ЗАО Салым Финанс, микрокредитная компания Биртоп, ОАА ДОС Кредобанк, АО ЗАО Банк Компаньон, ЗАО Мимбулак, микрокредитная компания ОАА РСК Банк, АО Бакай Банк, микрокредитная компания Байлых Финансы,
акционерное общество «Коммерческий банк Кыргызстан», ЗАО АКБ Толубай, ООСО МКК Аманат, Микрофинанс Алма Озулух, ОСО Телек, ЗАО Первая микрокредитная компания, ЗАО Микрофинансовая компания, Электрокапитал, Банк Азия, Тонфинанс, 24 микрокредитных и коммерческих банков. Во второй раз обратились под номером 603 09 августа президенту Кыргызской республики Джеймбекову, секретарю Совбеза безопасности господину Сагымбаеву, председателю Национального банка господину Абдугулову, Министерству социального развития господину Кочкорову, министру внутренних дел господину Джунушалиеву, председателю национальной безопасности господину Опумбаеву, председателю Верховного суда госпоже Калиевой, министру Министерства финансов госпоже Джеймбаевой, отдел стратегического развития экономики и финансового аппарата президента при президенте Кыргызской республики, министру экономики господину Мукамбетову, генеральному прокурору господину Джамшимитову. Не было никакой реакции. У нас на руках имеется факт в виде обращения. 200 человек со стороны коммерческих и микрокредитных компаний продлевают кредитные графиков, начисляя проценты, делают на оставшиеся остальные месяцы. Мы считаем, что это неправильно и незаконно. Нами было указано заявление о том, что от 6% до 40%, также от 100 тысяч до 2 миллионов во время пандемии ЧП мы просили рассмотреть. Никакие пени, штрафы, начисление процентов не должно быть. Согласно законам Кыргызской республики, утвержденным Национальным банком, наши требования с 27 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года продлить погашение кредита, не начислять проценты. Если до этого были начислены проценты, пени, штрафы во время пандемии, полученные у человека, возвратить. Уважаемый господин Озани Ожелели, мы считаем, что нарушаются права человека. Имеются ли функции ООН арестовать лицевые счета вышеуказанных банков или банкиров для устранения незаконного отмывания денег? Доведите наши требования и доводы до развитых стран мира и просим разместить в сайте ООН. Далее хотим уведомить, что с 24 августа 2020 года с 11 часов перед зданием ООН мы начинаем бессрочный митинг для решения вышевыдвинутых требований. Просим вас защиту со стороны ООН от стороны правоохранительных органов Кыргызской республики. Митинг будет продолжаться до тех пор, пока не решатся кредитные проблемы. С уважением, председатель правления общественного объединения Илет-Куйгуйру, член правления Илет-Куйгуйру Алыкулова Имам Махмудов. Резолюция номер 613 от 24 августа 2020 года. Резолюция принята по кредитам от членов общественного объединения Илет-Куйгуйру. Резолюция. Просим до 27.08.2020 года решить население от натисков олигархов, ведь они хозяины коммерческих банков, микрокредитных компаний, как ЗАО КСБ, ЗАО Байтушим, ЗАО Финка Банк, ЗАО Салым Финанс, микрокредитная компания Биртоп, ОА Доскредо Банк, ЗАО Банк Компаньон, ЗАО Минбулак, микрокредитная АО РСК Банк, АО Бакай Банк, ООСО микрокредитная компания Байлык Финанс, коммерческий банк Кыргызстан, ЗАО АКБ Толубай, ОСО МКК Аманат, микрофинансы Алма, ОЗУВУ, ОСО Телек, ЗАО Первая микрокомпания, ЗАО Микрофинансовая компания Электрокапитал, Банк Азия, Тонфинанс, 27.03.20 12 по 20 год от 100 тысяч до 2 миллионов суммах получившиеся кредиты, остановить проценты, продлить график договора до 01.01.2021 года, отозвать лицензии. Второе. Отозвать лицензии коммерческих банков и микрокредитных компаний, как ЗАО КСБ, ЗАО Байтушим, ЗАО Банк Финка, ЗАО Салым Финансы, МКК Биртоп, АО Доскредо,
ЗАО «Банк Компаньон», Минбулак, микрокредитная компания, РСК банк, Бакай банк, Байлык финансы, коммерческий банк Кыргызстан, Толубай, Аманат, микрофинансы Алма, Озулу, Тилек, первая микрокомпания, микрофинансовая компания Лет Капитал, Банк Азия, Тон Финанс. В случае со стороны правоохранительных органов, это третье, органов провокации и каких-либо давлений на участников мирного митинга. В случае неисполнения нами принятого резолюции будем требовать отставку президента Кыргызской Республики, так как президент Кыргызской Республики является гарантом Конституции Кыргызской Республики. Председатель правления общественного объединения Алыкулова Марипа, член правления советник Махмудов Тимур. Здесь у нас прикреплено 131 человек. Мы сейчас эту резолюцию, уведомление и список вручаем полномоченному представителю от правоохранительных органов. Турада. Барлығы жақсы болуш керек. Ел үчүн иштеш керек. Айлык албай иштесе депутаттар баары сонун. Урматтуу кыргызстандыктар, мына ушул мөөнөтсүз митинг күгөйгөй чечилгиче ушул жерде түнү күнү түнөйбүз. Ошого байланыштуу көрпө төшөгүңүздөрдү алып келгиле. Көрүп атпайсыңар, же өкмөтүбүз иштебесе, же элдин көйгөйүн угуп көрө турган киши жок болуп атса, мынакей биздин өкмөттүн кылган элге мамилеси. Ушул постту бөлүшүп коюңуздарды суранып кетет элек.